Дорогие друзья, сегодня мы собрались вместе, чтобы сердечно поздравить нашего дорогого Гаврила Николаевича Курилова с 85-летием. Гаврил Николаевич – великий человек, первый из юкагиров, доктор филологических наук, составитель первого юкагирского букваря, академик Академии духовности Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Нижнеколымского улуса, член Союза писателей Российской Федерации, поэт и прозаик, публицист, переводчик и педагог. Наследник древнего шаманского рода, всю свою жизнь просвещал, научал и напутствовал по верному пути учеников и родных, и широкие круги читателей, и весь юкагирский народ, и все народы нашей Родины. И был услышан, что немаловажно, Гаврил Николаевич, один из духовных отцов Якутии, столб духовности и просвещения. Заслуги его неисчислимы. Их глубины еще до конца не осознаны. Поэтическое слово «Уру-Кадо» песня летит по тундре и оседает в сердцах. Разрешите предоставить слово от имени депутата Государственного собрания Ил-Тумен Матвея Николаевича Евсеева, пресс-секретарю генерального директора горнодобывающего холдинга «Арктик Капитал» Сардане Афанасьевне Сивцевой. Позвольте зачитать приветственный адрес. Уважаемый Гаврил Николаевич, примите самые сердечные поздравления со славным юбилеем, 80-летием, а также с присвоением почетного звания почетный гражданин Республики Саха-Якутия. В этот знаменательный день разрешите выразить слова искренней признательности за ваш бесценный вклад в изучение и научное обоснование происхождения, эволюции языка, сохранение культуры, всего духовного, исторического наследия юкагирского народа, как уникального этноса в общемировой цивилизации. Выросли на тех личных ценностях, которые провозглашают ваши произведения. Это любовь к родной земле, к людям, верность заветам предков и ответственность перед своим народом. И сегодня, в век высоких технологий, ваши произведения все так же востребованы и также будоражат умы, заставляют задумываться над вопросами бытия. Вы истинный патриот своего народа, и ваш жизненный путь тому самое яркое, достойное и достоверное подтверждение. Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет в окружении родных и близких людей, благополучия в семье, тепла и уюта в доме. С уважением, народный депутат Республики Саха-Якутия Матвей Николаевич Евсеев. Якутск, 2023 года. С этим приветственным адресом позвольте вручить вот такой чурон, как символ единения якутского и юкагирского народов, всю жизнь живших рядом друг с другом, добрыми соседями. И тут сэркэн, вот тут, да, то есть сказитель. Вот это как бы духовный праотец же якутского народа, сказитель. И вы тоже как вот от якутского народа, можно сказать, духовному отцу юкагирского вот современного народа. Вам вручаем. Так, там автор, это ручная работа, и автор снизу подписан. Ага, так. Попова у меня сделала. И я буду очень горда, если в вашей библиотеке будет вот такая моя книга. Это первая моя художественная повесть «Три кувшина». Сивцева Сардана. Я Орловская, Верхнеколымская, ваша землячка. Поэтому я тут написала уважаемому Гаврилу Николаевичу с пожеланием всех благ от землячки, коренной калмычанки Сарданы Сивцевой. Татьяна Васильевна, не знаю, не пришла, да? Не пришла. Нет, вообще она здесь или там? Не знаю сейчас, где сейчас же сезон охоты и так далее. Наверное, она там.
у них же территории большие, родовые. Да, есть эта родовая община, они там, все рыбаки, все охотники, вот они все вместе там добывают. Поэтому сейчас у них такой сезон, моего депутата, люди работают на земле, тоже вот сейчас очень такой период подготовка к сезону, намывному сезону, поэтому он просит больших извинений, что сам лично не пришел, меня командировали. Спасибо всем. Разрешите зачитать приветственное слово от народного депутата Государственного собрания Ил-Тумен Феодосии Васильевны Габышевой. Уважаемый Гаврил Николаевич, искренне благодарю за приглашение поделиться радостью торжественной даты и поздравляю вас с присвоением звания почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Весьма символично, что в год труда в Республике Саха-Якутия вы, настоящий патриот, лидер коренных малочисленных народов Севера, авторитетный ученый, известный писатель, удостоились высокой государственной награды. Это признание ваших особых заслуг в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, при умножении и популяризации культурного и исторического наследия народов России. Отрадно, что в этот день рядом с вами коллеги, единомышленники, новые поколения знаменитого рода Куриловых, для которых вы являетесь мудрым наставником, старшим другом. Пусть их добрые пожелания прибавят позитивную энергию, душевные силы, долголетия вам и веры в лучшее будущее. Разрешите предоставить слово от имени Саха-театра заслуженному артисту Республики Саха-Якутия Куприяну Михайлову. Күнді дауылтар, жүгінші бейға бүгін долбутулақын, ол күрді бейгі байбыт, үрілақыны кәлі күні өртін дәсті тұрабыт, әті бейбілен қылқасты кәпсәтімет, онда ақтан асты бүк, бұл құлылыптыр байтырын, сәбәк күлі бары бәкке біле сақа театығыр, қайды онна қалыр қайды спектаклі тұрбыта, онда жа бей бары онябыт жомы бейгі сәбескен жомыт, онан бұл үз бір атты құлылыптырден, Oçukta maçağın bir uhanı ken tutar, yukarı noruta bari ken tutar canları, ona tecrübe olsun doğru nikellaka, bir siyas yukarı yaptın, yuha kalıman yerimdeki olbuda, onda bir sakat tiyatra, ginyadi dişkoptu yukarı dramatura Hollywood, Rozova Çayka, sarka hopta dediğin spektakl cemiyeti ol, yerimdeki oynayıp onlar tapıda üç Japonya paletler, Kasuki-san, Konika-san, onda ikuda sakit etti. Beni kakra saktan hasta, yolunda bir segment ol, kimler ballağına yukarı tılın yöntemken bitede, ikuda sakit onda kimlik yok, üniversiteye kıyarıp biter, o dakika, ol yukarıda tıllara kameraya bile hakayna olur, aynalar tıllara mangınlık diye. Çetinin daha humbolu kılkaçtık edemin, ona çelbak bu bilgi, ayar cumhuriyeti elbakte, kemudian dia alternasi aspek itu, orang nak kabur berpapet, kalau bu ayat cumhuriyeti minum drama tinggi itu lohannya topian teramen, obaybar bu pelaturan isi soyuzkatan, saka aktivisket teater baru, ayat lehtera artistera, anamnya suruh bu, Kımız bu konuda Hollywood kineha bağların bari kele, ütü kineha bağların 90 isteyen tutar bu konuda kündü dağıttı. Kalau ada kata berbapin berbicara bu hübete Allah deniyor kizama hakikaten tutu dolu da onu yönümün bir tür ustada alkas paha görüyor onu yönümün yürütün desteğinde bu günde görevciler bana ürünen kasbedim onda bile kanıtlar böyle hatta kim bu Allah döndüm topsuzsun hakikaten ürünlerin canım berbicara günde görevciler ben buraya kadar umayıp bitigar günde müzikalde ardın tabi konular günde doğutlar. Ayağlarını görüyor halim, gündüz
мы продолжаем. Разрешите предоставить слово директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Корниловой Марии Ильиничне. Добрый день, дорогие наши гости, дорогой наш Гаврил Николаевич. Сегодня у меня две миссии. Я озвучу благодарственное письмо от имени коллектива нашего музея и от друга Гаврила Николаевича Александра Парфеньевича Самсонова, который сегодня не смог подойти по состоянию здоровья. Он, вчера, когда мы поговорили, он так хотел прийти, Гаврил Николаевич. Он сказал: передай ему слова мои. Дорогой Гаврил Николаевич, я вас очень уважаю. Вы великий сын юкагирского народа, вы великий писатель. И он выразил слова, то, что он восхищается вашим мужеством, талантом, и сказал, что всю жизнь, всю творческую жизнь, когда он познакомился с юкагирами, Гаврил Николаевич, как никто, его всегда поддерживал. Слова благодарности он передал вам. И вот, и я, конечно, передам ему ваше спасибо. Так, и в прошлом году мы совместно с Александром Парфеньевичем переиздали его сборник песен на слова, на стихи авторов малочисленных народов Севера, поющий сборник из репертуара заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста нашей республики Александра Парфеньевича Самсонова. В книге, в сборнике текст, ноты и QR-коды в исполнении самого Александра Парфеньевича. Так что мы сегодня вручаем вот этот сборник, поющий сборник, вам. И позвольте зачитать благодарственное письмо от коллектива нашего музея. Дорогого, уважаемого Гаврила Николаевича Курилова сердечно поздравляем с 85-летием. Великий человек, светоч и духовный аксакал юкагирского народа. Ваш жизненный путь полон творчества и научных исследований. Библиография ваших работ показывает, что в жизни вы ни одного дня не были без дела. Правила жизни предков, посвящение духа, просвещение людей — такова стезя древнего шаманского рода. Гордимся, что мы современники человека, который дает народу и всей интеллигенции нашей республики ориентиры из прошлого, устои настоящего и очерчивает векторы будущего развития духа. Пусть годы вашего духовного присутствия продлятся. Желаем вам, чтобы ученики шли успешной дорогой, чтобы язык звучал в каждом счастливом юкагирском доме из уст каждого ребенка. Пусть ваши стихи песнями летят над землей, и счастливые будущие поколения понесут их в сердцах. Ваше духовное наставничество вдохновит молодежь в науке, в поэзии, в литературе. Юкагирская культура расцветет, как тундра весной, новыми талантами. И вы все это должны увидеть и благословить. А наш музей стоит рядом, и мы поможем им реализовываться. Старейший юкагир на планете, примите искренние сердечные поздравления в честь благодатного 80-летнего юбилея от имени коллектива Музея музыки и фольклора народов Якутии. Разрешите предоставить слово уполномоченному по правам человека Константину Васильевичу Робек. Спасибо. Ну, может, когда-нибудь стану уполномоченным по правам человека. Пока я уполномоченный по правам коренных народов. Спасибо, что повысили. На самом деле, я от всей души поздравляю глубоко уважаемого Гаврила Николаевича Курилова. Он был верным соратником, другом моего отца Василия Афанасьевича Робека.
И вчера, когда проводили презентацию в Институте гуманитарных исследований проблем общества народов Севера, я видел, что Гаврил Николаевич подключен к трансляции и внимательно следит за всеми выступающими. Спасибо большое, Гаврил Николаевич. Я думаю, что мой отец был бы очень рад и доволен, узнав, что Гаврил Николаевич находится в добром здравии в свои 85 лет. Поэтому от всей души еще раз поздравляю, желаю крепкого здоровья, счастья. Я хочу сказать, что на самом деле нам очень повезло, что в сложные времена, когда Советский Союз развалился, мы переходили, скажем так, на рыночные рельсы. У наших народов были такие мудрые, умные руководители, лидеры, которые смогли поставить вопрос о том, что наши народы имеют свои особые права и отстояли эти права. Мы помним прекрасно, что вот Гаврил Николаевич был инициатором закона о структуре якагирского народа и многих других законов, которые в 90-е годы республика начала принимать. И нам очень повезло, еще раз говорю, то, что наши лидеры, когда смогли отстоять и ту нашу тысячелетнюю историю наших народов, наши обычаи, традиции, они смогли преобразовать в современное право и заложить основы будущего. То, что сейчас в республике у нас проводится взвешенная государственная национальная политика в отношении коренных народов Севера, это вся целиком и полностью заслуга наших лидеров, в том числе глубоко уважаемого Гаврила Николаевича. Поэтому я от всей души поздравляю. В тот раз, когда большое мероприятие было, я не смог, потому что был очень загружен по работе, подойти. И в этот раз очень благодарен Музею музыки и фольклора, что, скажем так, своеобразный второй шанс. И я им, конечно же, сразу воспользовался, чтобы прийти поздравить Гаврила Николаевича. И я хочу от своего имени вручить приветственный адрес. И от имени правительства большой сувенир Чаро. От имени управления города Якутска слово предоставляется руководителю Музея истории города Якутска Наговицыну Александру Павловичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите выполнить миссию от главы городского округа города Якутск Евгения Николаевича Григорьева. Уважаемый Гаврил Николаевич, от имени руководства окружной администрации города Якутска, от себя лично, сердечно поздравляем вас с 85-летним юбилеем. Сохранение, а тем более возрождение языков коренных малочисленных народов Севера – дело сложное и не быстрое. Здорово, что есть талантливые, профессиональные, неравнодушные люди, благодаря которым это становится возможным. От владения языков зависит будущее этноса. Ваш неоценимый вклад в дело сохранения и популяризации юкагирского языка, развития науки и культуры Республики Саха-Якутия отмечен заслуженными и достойными наградами. Уверен, что ваш богатый жизненный опыт, профессионализм и высокая гражданская ответственность еще долгие годы будут служить делу процветания республики и ее жителей. Уважаемый Гаврил Николаевич, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра, благополучия вам и вашим родным и близким. Глава городского округа города Якутск Евгений Николаевич Григорьев. И от имени окружной администрации тоже вручаем чаван. И хотел от свое имя тоже поздравить Гаврила Николаевича с юбилейной датой. И очень рад, что именно сегодня пригласили меня. Я вот тут работал научным сотрудником. И 5 лет назад мы как раз проводили мероприятие, юбилейное мероприятие Гаврила Николаевича, и я был ответственным.
И очень рад, что сегодня в эту юбилейную дату пригласили, что я сегодня тоже участвую. Желаю вам крепкого здоровья и пусть творческий дух не иссякал, и главное здоровье. Разрешите предоставить слово Сарглане Васильевне Максимовой, директору Национальной библиотеки. Спасибо. Многоуважаемый Гавриил Николаевич, я на всех парах сегодня бежала, потому что мне сказали, последняя возможность поздравить с юбилеем, потому что Национальная библиотека не может поздравить самого главного человека в библиотеке от многотысячной армии ваших читателей, Гавриил Николаевич. Примите самые теплые поздравления. Я хочу здесь, обычно в юбилей отчитываются, вот хочу вам рассказать о том, что Национальная библиотека запланировала в этом году, как раз ваш юбилейный год, оказывается. Во-первых, ваш биобиблиографический указатель вышел уже давно, в 2008 году. И мы предлагаем сделать библиографию Курилова, совершенно полную. И мы, если вы не против, уже возьмемся в этом году. И по этому вопросу тогда через САМОНу, наверное, выйдем на вас. И в течение года, чтобы завершить этот юбилейный год, сделаем полную библиографию Курилова. Для нас это большая честь. И второе, опять же в этом году, оказывается, ваш юбилей, мы продумали очень большой проект «Национальная библиография народов Якутии». И решили начать это большое дело с юкагиров. Это библиография непростая. По народам такой библиографии, наверное, в мире нет, потому что это по типологии национальная, то есть это учет, исчерпывающий учет всех когда-либо изданных документов. То есть в это понятие входит весь пласт, и книги, и журналы, и статьи, и газеты, и не только о народах, но и самим народом созданное. То есть мы должны представить весь этот пласт юкагирской культуры всему народу, всему миру. Вот это самая большая задача. Ну, это будет большая серия, вот начнем с юкагиров. Думаем, что к 2025 году где-то, ну, очень большая задача. Эвенки, эвены, чукчи и долганы. Вот будет большая серия национальной библиографии о народах Республики Саха-Якутия. И вот вам, самому главному аксакалу сегодня, я об этом громко заявляю, для того, чтобы вы были гарантом того, что все это мы сделаем, потому что это не могут быть просто пустые обещания. Потому что ваш род Курилов, как вы сделали ваш народ бессмертный. Это точно, и мы преклоняемся все перед вами. Когда я впервые увидела ваши картины, у меня был натуральный шок от того, что это вообще можно воспроизвести. И все надо мной смеялись. Где Саргы впервые пожалела, что она якутка. Вот до такой степени тоже спасибо вам за то, что вы вот вы
привносите такую уникальную культуру в мир. Спасибо большое. А подарить я хочу вам вашу библиотеку. Уже раритет, потому что, как всегда, денег нет, поэтому мы издали несколько экземпляров, существует только в электронном виде. Это вот фотографии экспедиции Глафиры Макарьевны Василевич. Фотографии уникальные. Разрешите предоставить слово Вячеславу Ивановичу Шадрину. Я начну с нескольких предложений, Светлана Васильевна. По библиографии через Владимиру Гавриловну, она полностью все это как раз заведует. И она же подключит Елену Алексеевну Васильевну, потому что по научной части все в институте, все как бы собрано именно научное наследие Гаврила Николаевича. В этом году сделаем обязательно. А второе, я хотел бы все-таки озвучить еще одно поздравление. Раз у нас в библиотеке, то вот приветственный адрес от имени коллектива Краеведческой библиотеки имени Виссариона Белинского, который также поздравляет уважаемого Гаврила Николаевича Курилова Мурату с 85-летием. И говорят, что Гаврил Николаевич, вы писатель с большой буквы, воспевающий суровую красоту родного северного края, благодаря которому оживают страницы арктической истории. И здесь также очень много хороших слов о той важной миссии, которую вы несете именно для вашего народа и для всего многонационального народа Республики Саха-Якутия. Вот я так А теперь я хотел бы продолжить. Я очень рад, что наше это мероприятие проходит в стенах Музея музыки и фольклора народов Якутии. Еще в прошлом году, когда мы неоднократно обсуждали, как сейчас можно говорить, архитектуру мероприятий юбилея Гаврила Николаевича Курилова, мы понимали, что личность Гаврила Николаевича Курилова столь многогранна, что в одном, так сказать, мероприятии это невозможно уместить. И поэтому вот сегодня мы можем сказать, что вот мы продолжили юбилейное мероприятие Гаврила Николаевича, охватывающее сферу культуры. Вот просто я в качестве небольшого такого вам подведения, небольшого предварительного итога скажу, что мы первое мероприятие мы проводили и чествовали Гаврила Николаевича как писателя. Это было в литературном музее имени Аюнского, где присутствовала вся писательская общественность, сообщество поздравляли, в том числе читателей и всех, кто связан именно с писательским творчеством. Второе мероприятие было торжественное собрание общественности республики, которое проходило в доме правительства номер 2, где общественные организации, министерства, ведомства поздравляли нашего Гаврила Николаевича. В первую очередь мероприятие было именно посвящено как общественному деятелю, старейшине европейского народа, человеку, который вносит большой вклад именно в развитие многонационального народа нашей республики. Третье мероприятие, оно прошло в стенах Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук, и прошла научно-практическая конференция, которая шла 2 дня, и где чествовали Гаврила Николаевича Курилова именно как доктора филологических наук, как ученого, филолога, который вносит большой вклад и в югопероведение, североведение, и в развитии и сохранении югоперского языка и культуры. Ну и вот сегодня у нас мероприятие в стенах музея. Мы чествуем Гаврила Николаевича Курилова, с одной стороны, как человека, внесшего неоценимый, важнейший вклад в сохранение и в пропаганду югоперского фольклора. Вот тот самый знаменитый том югоперский фольклор, который вот издан все в рамках серии фольклор народа, памятник фольклора народов Севера и Сибири, который достоин государственной премии, автором его является именно составителем, является Гаврил Николаевич Курилов. И благодаря этому фольклор югогиров, в первую очередь именно Тундрин, когда зафиксирован и сохранен для будущих поколений. А во-вторых, мы сегодня честно Гаврила Николаевича именно человек, который вносит очень большой вклад в развитие вообще культуры не только нашего народа, но и всей республики и вообще нашей Российской Федерации всей. Потому что действительно
его вклад в это неоценим. С одной стороны, он действует как писатель, как поэт. С другой стороны, он действует как, наверное, даже, скажем так, идеолог развития культуры, потому что в свое время им были созданы концепции сохранения не только языка, но и языка и культуры юкагирского народа, которые осуществлялись в разной степени и которые на сегодняшний момент позволяет нам сказать, что мы возродили наши праздники, сохраняем свои традиции, обычаи и вклад культуры, юкагирской культуры вот, в палитру культуры Республики Саха-Якутия, наверное, именно очень важен и является именно той уникальным, наверное, дает те уникальные черты, которые действительно делают эту картину очень многообразной. Ну и хотелось бы еще раз поздравить Гаврила Николаевича с прошедшим юбилеем и с его признанием его заслуг, с присвоением почетного основания почетной гражданин Республики Саха-Якутия. Здесь я еще раз говорю, что это признание не только Гаврила Николаевича, я думаю, это признание всей республики и его адрес. И это очень большой реверанс в пользу нашего юкагирского народа, потому что это действительно признание нашего народа неотъемлемой частью национального народа Республики Саха-Якутия. Еще раз, Гаврил Николаевич, вас с праздником. Добрый день. Рада всех вас поприветствовать. У меня сегодня большая честь вместе зачитать вам приветственный адрес от руководства. Уважаемый Гаврил Николаевич, Государственный театр оперы и балет Республики Саха-Якутия имени Дмитрия Аконовича Сивцева Сурнамалана поздравляет вас с 85-летием со дня рождения. Сегодня мы чествуем вас как основоположника юкагирской поэзии, детской литературы, драмы, как создателя юкагирского письменного и литературного языка, как собирателя родного фольклора, как общественного деятеля и яркого публициста. На заре утверждения Якутского музыкального театра в статусе Государственного театра оперы и балета под занавес 59-го театрального сезона в июле 1995 года состоялась премьера детского балета «Оно и его друзья» Владимира Касса в двух действиях по пьесе «Наш друг Чада». И на авторское либретто балет был поставлен молодым тогда балетмейстером Марисой Дюпуловой. Дирижировал премьерой Николай Кисленко. Сценографию создавала Екатерина Шапошникова. Ответственным репетитором была Наталья Христофорова. Ближе консультировали постановщиков спектакля по юкагирскому фольклору. Таким образом, это было первое обращение к культуре коренных малочисленных народов Севера, где языком балетного искусства воплощены герои юкагирской сказки, провозглашающие единение человека с природой, окружающим его миром. Уважаемый Гаврил Николаевич, от всего сердца желаем вам оставаться оптимистичным человеком, чтобы все ненужное обходило вас стороной, а на долгом жизненном пути вам сопутствовали здоровье, успех и любовь близких и дорогих людей. Владислав Львович. И музыкальные поздравления. Хочу вам исполнить песню «Моя Якутия». Склонившись от ветра,
предоставляется Николаю Николаевичу Курилову. Сам не ожидал. Спокойно. Ну что сказать-то? Мне кажется, все-таки 85 лет Гаврила Николаевича очень хорошо проходит. Хотелось бы, чтобы и 95 лет хорошо прошел, и 105, и так далее. Здоровья Гаврилу Николаевичу. Давайте все встанем, похлопаем. Песня «Увилька» в исполнении Ларисы Катаевой, поселок Андрюшкина. удивительную мелодию создал наш юридический мелодист Алексей Гаврилович-Третьяков. Но него уже давно нет с нами. Вот. И
поет Лариса Тартаева, она якутка, по фамилии девичью я не знаю, по-моему, Тартаева. Поэтому я хочу, чтобы наши якутские друзья, товарищи брались за наши песни, как слышали наши слова очень мелодичные, песенки, на них мелодии создавать очень интересно. Слово для поздравления предоставляется заместителю директора театра коренных малочисленных народов Севера Виктории Алексеевне Анисимовой. Вы знаете, мы так обрадовались, когда Вячеслав Иванович нам сказал, что будет заключительное мероприятие по поводу юбилея Гаврила Николаевича Курилова. Поздравляем вас с этим юбилеем. С радостью прямо пришли вас поздравить, потому что очень расстроились. Мы были в Анапарском районе, в Нерюнгри, и театра не было здесь. И поэтому вот эти знаменательные события мы как-то пропустили и были очень расстроены. И поэтому очень рады, что мы сегодня присутствуем на таком вообще значимом мероприятии. Очень просто от души вас поздравляет. И вот когда мы работали над приветственным адресом, и самое интересное то, что заметила я, что вы первый детский писатель, первый писатель, основоположник юкагирского языка, который собрал, скомпоновал и издал вот эти научные труды. Первый ученый-лингвист, первый академик. И вот сейчас еще поздравляем вас, вы первый из числа юкагиров, почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Очень рады. Это действительно, вот как Вячеслав Иванович сказал, это награда всего юкагирского народа. Но мне хочется сказать, знаете, что вы достояние и гордость не только юкагирского народа, но и всей республики. И еще я добавила в приветственном адресе всего мира. Спасибо вам, что вы с нами. И все, что вы создавали, это вот действительно достояние большое, большое достояние. И хочется пожелать вам, чтобы вы жили еще. Как Николай Николаевич, наш друг, член художественного совета нашего театра, Ирина Курилова. Род Куриловых вообще тесно связан с нашим театром. Николай Николаевич наш член художественного совета, Ирина наш тоже член худсовета нашего театра. Поэтому с Куриловыми мы связаны очень тесно. И хочется вам пожелать действительно, будем отмечать 95 лет, будем отмечать 105 лет. Живите долго, счастливо, в кругу близких, чтобы любовь вас спутала полностью со всех сторон. И вот сейчас мы хотим, вот наш театр хочет подарить вам песню в исполнении нашей солистки Синильки. И мы дарим нашу книгу о театре, нашу книгу о театре, то, что вот мы написали, и вот вам пора рассказывать. Дочка, о чем эта книга, и вот этот наш подарок. Спасибо, живите долго и счастливо еще. Уважаемые, здравствуйте, уважаемые гости. Я тоже от всего имени хочу поздравить нашего уважаемого Гаврила Николаевича Лбуату с такой юбилейной датой от всей души. Мы очень гордимся, коренные малочисленные народы не только Якутии знают и в пределах Российской Федерации и за пределами республики. Куриловы — это такая династия юкагиров, который подарил мир нам. Мы очень гордимся, что вы есть. Желаем счастья, добра, вдохновения и, главное, здоровья. И хочу спеть вам песню «Алеуточка» Валерии Этноуда.
Включаем. Можно станцевать со мной. Девушка далекая, снилась мне во сне, радость черноокая повстречалась мне. А мечка рано в шире, паренек застенчивый, нежно говорит: ай, 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 курочка, ай, 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 курочка. Месяц тучи клонится, кружит голова, за туманом кроется море зелена. Море появляется свежий ветерок, сон перекликается тихий голосок. Ай, 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 курочка, ай, 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 курочка. Шуточка без любви твоей, ох, красавица, сердцем, сердцем, одной не справится. Камчатка чисто, небо высота, льется речка быстро, и что за красота. Лесечка равен, то синий моря, расскажи, как счастлива молодость твоя. Лесечка равен, то синий моря, расскажи, как счастлива молодость твоя. Али, али, Слово для поздравления предоставляется генеральному директору Дома культуры народов имени Кулаковского Антонине Николаевне Корякиной. Разрешите предоставить слово для поздравления специалисту Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий Ольге Ивановне Жирковой. Добрый день. Разрешите зачитать приветственный адрес. Уважаемый Гаврил Николаевич, от имени Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий сердечно поздравляем вас с торжественным вечером сын Алёринской тундры, посвященному 85-летию вашего юбилея. За этот отрезок времени вами пройден непростой, но замечательный путь, насыщенный творчеством и созиданием. Благодаря
высокому профессионализму, творческому подходу к порученному делу и упорному труду вы добились многих высот и заслуженных наград. Разрешите поздравить вас с присвоением звания почетного гражданина Республики Саха-Якутия. Искренне желаем вам оптимизма, вдохновения, новых творческих идей, неиссякаемой энергии, истинных ценителей вашего литературного таланта. Пусть каждый день будет полон ярких впечатлений, согревает теплом и любовью вас близкие люди. Спасибо вам. Ольга Ивановна сама родом с Оленегорска. Оленегорска, да. Она их скобьет. Разрешите предоставить слово заместителю министра по развитию Арктики и делам народа Севера Республики Саха-Якутия Погадаеву Михаилу Александровичу. Добрый день, дорогие сородичи, уважаемый Гаврил Николаевич. Ну, я бы хотел, во-первых, извиниться, что подошел попозже. Дело в том, что вот сейчас только что я пришел с совещанию заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Местникова Сергея Васильевича, и мы рассматривали ход реализации государственной программы сохранения и развития государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия. Мы обсудили те проекты, которые предложены нашей ассоциацией, нашими этническими ассоциациями в части сохранения языков коренных малочисленных народов Севера. Есть, конечно, очень много проблемных вопросов, которые мы обсуждали. Вот. И мы постоянно стараемся добиваться, чтобы на языки коренных малочисленных народов Севера выделялись государственные бюджетные средства на поддержку и сохранение этих языков. И совместно с ассоциацией нашей постоянно пишем, добиваемся, чтобы это все туда включалось. И вот сегодня мы отчитывались по тем проектам, которые проведены. И хочу вот сейчас вам первым доложить, что Сергей Васильевич Местников поддержал нашу инициативу, и мы добились финансирования первого съезда учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, который состоится в конце ноября, начале декабря этого года. Вот, то есть мы всех, без исключения всех учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера привезем сюда, в город Якутск, и проведем первый съезд. Вы знаете, что в конце прошлого года состоялся съезд учителей якутского языка, на котором вот была поддержана идея о том, что необходимо отдельно собирать учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. Поэтому вот финансирование на это мероприятие есть. Мы будем работать дальше, продолжать, чтобы на другие наши мероприятия и проекты также было предусмотрено финансирование из государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Ну, мы уже не в первый раз собираемся по случаю, такому замечательному случаю юбилею Гаврила Николаевича Курилова. И, конечно, каждый раз очень приятно встречаться. Я думаю, что нет избытка прекраснее, да, чем избыток благодарности. Мы всегда вот встречаемся и благодарим Гаврила Николаевича за его такой самоотверженный труд, за его служение своему родному народу и другим народам Республики Саха-Якутия. И это очень правильно, что мы чествуем таких людей, которые при жизни стали легендами и которые для нас являются примером служения своим народам, служения заветным целям развития, сохранения того культурного, языкового наследия, которое у нас есть. Мы уже много слов на официальном мероприятии уже сказали Гаврилу Николаевичу. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Гаврила Николаевича с присуждением высокого звания почетный гражданин Республики Саха-Якутия из рук главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева. Это очень справедливое и правильное решение. Да, и
Гаврил Николаевич, как никто другой, заслужил это высокое звание, потому что он, можно сказать, прославил, и благодаря ему не только у нас в Якутии, не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами знают о Якутии, знают о юкагирском народе, о тех трудах, которые Гаврил Николаевич издавал, и тех его трудах, над которыми он и сейчас продолжает работать. Поэтому мы очень рады и разделяем это событие, потому что почетный гражданин все-таки это высокое звание, абсолютно заслуженное. Мы со стороны Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия также присудили высокую награду, самую высокую награду нашего министерства. Это почетный знак за вклад в развитие Арктики. И это тоже абсолютно справедливо и абсолютно заслуженно. Сегодня мы с вами живем в непростые времена. Как никогда мы должны все вместе консолидироваться, объединиться. И вот такие мероприятия позволяют нам поделиться своими мыслями, еще раз говорить о тех людях, которые стояли вообще у истоков наших общественных движений, у истоков вообще научных исследований по вопросам сохранения языков, культуры коренных малочисленных народов Севера. И мы должны постоянно об этом говорить, особенно молодому поколению, чтобы люди знали, что вот есть такие люди, и что мы должны гордиться этими людьми. Должны гордиться такими людьми, как Гаврил Николаевич. Поэтому вот в эти непростые и сложные для нашей страны времена хочется всех призвать, чтобы мы не фокусировались на каких-то мелких разногласиях, да, каких-то, может быть, таких мелочных вопросах, а объединились все-таки и организованно все вместе занимались укреплением, сохранением наших народов как составной части многонационального народа Российской Федерации. Мы должны представлять достойно наши народы, должны вместе идти, друг друга поддерживать, друг друга уважать, любить. Я думаю, только в этом случае мы добьемся результатов. И вот мне хочется здесь подчеркнуть именно вот как пример деятельности Гаврила Николаевича Гаврилова. Это для меня, например, это пример, когда, вот, знаете, порой кажется, что все уже как бы ничего не получится, руки опускаются, и кажется, что все потеряно и кончено. Да? То есть отчаиваться нельзя. Это человек, который в тяжелые минуты для своего народа не отчаялся, взял в свои руки, начал работать и своим самоотверженным трудом добился. Я считаю, что вот благодаря таким людям, благодаря ему в первую очередь, юкагирский язык сегодня сохраняется, хотя, конечно же, есть в этой части определенные сложности и проблемы, но тем не менее этот язык жив, и он есть люди, которые на нем говорят и хотят говорить. Именно поэтому вот у нас есть такой проект, это цифровизация языкового культурного наследия коренных народов Арктики, где, вот если вы посмотрите на портале по юкагирскому языку, наибольшее количество материалов, это вот именно по языку, наибольшее количество учебных материалов и других видео, фото и так далее. Вот это делалось большим количеством, коллективом авторов. Вот Вячеслав Иванович Шадрин активно в этом участвует, другие представители юкагирского народа. И многие работы, они вот как раз были сделаны Гаврилом Николаевичем. И сегодня этот проект является международный проект Арктического совета. Мы 11 мая в Салихарде на 13-й сессии Арктического совета отчитывались по данному проекту и рассказывали. Как раз на примере юкагиров мы показали, что никогда нельзя останавливаться и отчаиваться, что вот такие проекты позволяют сохранить то огромное наследие, богатое наследие наших народов, которое все еще с нами и которое мы не имеем права потерять. Вот теперь вот все эти материалы оцифрованы, есть фото, видео, научные издания и так далее. Все это сейчас в сети. И любой человек может зайти на этот портал, кому интересен юкагирский язык, другие языки наших народов, может получить полную информацию. И мы этот проект сегодня продолжаем. Вот сейчас как раз мы тоже говорили, в этом году 3 миллиона рублей предусмотрено на реализацию этого проекта.
и мы эту работу обязательно продолжим. Я бы хотел пожелать нашему уважаемому Гаврилу Николаевичу крепкого здоровья, мира внутри себя. Я думаю, что вы абсолютно удовлетворены всей той работой, которую сделали, и впереди у вас много планов, и хочется, чтобы все ваши творческие планы, идеи, они реализовывались, и чтобы рядом с вами всегда были родные, близкие люди, ваши соратники, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. Для вас, Гаврил Николаевич, для вас, уважаемые гости, выступает Муокде Сиддикова с песней, ставшей гимном югагирского народа «Лапун Менеду». Слова Улу-Адо, музыка Ильи Курилова. Дорогие гости, уважаемый Гаврил Николаевич, разрешите от всего сердца поздравить вас от имени всего нашего семейного ансамбля ЕРПЕД в лице Анастасии Афанасьевны Куриловой с вашим замечательным юбилеем, пожелать вам всего самого наилучшего, неиссякаемой творческой, жизненной энергии, чтобы у вас мечты всегда воплощались, чтобы были всегда родные, близкие рядом, чтобы любили, всегда окутывали вас этой же добротой, теплотой, как вы окутываете всех нас вокруг своими замечательными работами. Спасибо большое еще раз вам, что пригласили, что позвали. Было неожиданно. Разрешите вас обнять и поцеловать. Вашему вниманию видеопоздравление Гаврилу Николаевичу от преподавателей и студентов Института народов Севера имени Герцена. Также отдельно видеопоздравление от студента Института народов Севера Гаврила Суздалова. Дорого чие, чому імені Гаврил Николаевич, уйлуол подерхале,
метластамбину титун елодже, чотакей нуген пугеселе. Исмодок, титин эдюолгу чумуомосион, татлеген. Лебен пугил кеген, титин чумой талан, таселе, тедул нинье. Аят, анурелгелек, имесеммет. Здравствуйте, уважаемый Гаврил Николаевич. Я, Чебоксарова Вера Евгеньевна, от лица всех преподавателей Института народов Севера поздравляю вас с юбилеем. Вы выдающийся выпускник нашего вуза, великий сын юкагирского народа. Вы достигли высоких результатов в научной, педагогической, творческой деятельности, став видным ученым, поэтом, прозаиком, публицистом, драматургом, переводчиком, а самое главное – великим педагогом. Мы гордимся вашими достижениями и успехами, вашим беззаветным служением делу развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих вдохновений и новых успехов в ваших начинаниях. Огромная вам благодарность за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие культуры, языка и литературы юкагирского народа. Спасибо вам. Дорогой Гаврил Николаевич, я рад приветствовать вас и прошу прощения за то, что не смог в дни юбилея поздравить вас, потому что я в это время находился в отпуске в Подмосковье, в санатории Российской академии наук. Но там не работала связь, не было интернета, телефонной связи. Сейчас я понимаю, почему это было. Глушили, потому что были атаки беспилотников на Кремль. Ну, в такое время мы тревожное живем. Ну, ничего страшного. Для нас очень важно, что вы отмечаете свой 85-летний юбилей в добром здравии. Мы вас очень любим, уважаем и ценим. Я всегда с большим удовлетворением вспоминаю дни нашего сотрудничества, когда институтом руководил дорогой, любимый наш Василий Афанасьевич Робик. Вот. И вспоминаю конец 90-х, начало 2000-х годов, когда мы все дружно помогали вам в подготовке и проведении защиты вашей диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Вот. Вы, наверное, помните, как я приезжал в Якутск, как привозил с собой доктора наук, профессора Александра Павловича Володина, как в аэропорту во время тумана нам перепутали машины, и меня тоже встречала белая «Волга». В общем, много было разных моментов, в том числе и курьезных. Вот. Была Анна Андреевна. Вот. Я все это очень помню, ценю. Но самое главное, что, конечно, вы давно заслужили на тот момент ученую степень доктора филологических наук. Вот. И вы настоящий профессор. Вы один основатель юкагирской письменности, автор букваря. Вы поэт, известный общественный и государственный деятель. Вот. Я всегда вспоминаю, кстати, в апреле, 13 апреля нынешнего года исполнилось 90 лет нашей маме Марии Дмитриевне Лукиной. Мы отмечали этот юбилей в гостинице «Санкт-Петербургс», в панорамном ресторане с видом на Неву, на Аврору, на Петропавловскую крепость, на Эрмитаж. Вот. Она всегда вспоминает, как вы приходили в гости на улицу Пояркова, 8/1. Мы с вами занимались на кухне, вы читали свои стихи. Мария Дмитриевна в добром здравии, она читает газеты и журналы, смотрит телевизор, лучше нас разбирается в политических вопросах и мировых событиях, гуляет, ну, правда, с тросточкой на улице. Сейчас как раз наступили очень хорошие теплые дни, на улице +20, лето наступает. Поэтому
Гаврил Николаевич, я вас поздравляю еще раз с присуждением вам высокого звания почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Я думаю и уверен, что вам присудят и высокое звание народный писатель Якутии. Я по поводу этого разговаривал с некоторыми руководителями литературных объединений республики, в частности, с Олегом Гавриловичем Сидоровым. Я думаю, что вы это вполне заслужили. Вы уважаемый человек, наш дорогой, любимый и родной. Разрешите пожелать вам доброго здоровья, дальнейших успехов, счастья в личной жизни и долгих-долгих лет жизни. С уважением, любовью и преклонением перед вами, ваш покорный слуга Александр Александрович Петров. Вадон лачален, олоруадо, юкагирский костер. Луком джиепе лачален, вадон кёде эннемле, менанда чиукуачи, молтаханак пугуачи. Мит лачиленьке лайник, мит яхтапа мёрайник, мэр амуолин мондетит, хуамортудин сусыник. Монор тудал яхтаган, хуролдженю агайхан, монор вадал мёрджеги, яунайчива мёрчихан. Посмотрите, люди земли, юкагиры костер разожгли. Пусть он жалок еще и мал, но как жарок уже и ал. Приходите, братья, к нашему костру, наших песен вкусить красоту. Принесите, подкиньте дровец, наш костер, наш пожар сердец. Чтобы он веселей запел, чтобы звезды крылом задел, чтобы увидел огромный мир, огонек, что зажег юкагир. Чама чамарил, вьечундале ондерин, кедетеге Гаврил Николаевич Меджиолу чайланек. Титин помоджен пойдудже, чахаджалпек чахаджамле, Гаврил Николаевич филологической наука докторги, вадун литература гин, чакчанде нималсиче. Поэтлен тадат нитха урариче. Титин маруолен онделбунме, эл яндиланин, хойнджайлалек. Мет яхтален чумнамен улуроадо лабун медену. Лабун медену де лермар коньваду ке медиололуку не вейлоде хуру не энгенен Лабун медену де лермар консу де чакченен инги де яхтегияти де энгенен марконе лукуму Лабун медену де чолидин нуни де удеклек митмаро нериделер мörчо удеклек нодине яхтелек потине Engening markolle nundemuy abuche Дораболарын доготтор Дрова гялбо Эттік тымгатуре Амуче чайлалык Менду гиргел Меня зовут Гарпане Солинга, являюсь студентом Российского государственного педагогического университета имени Герцена, город Санкт-Петербург, где в свое время блистательно окончил великий сын Алиринской тундры Гаврил Николаевич Курилов, Улдуро
Адо. Для меня большая честь поздравить Гаврила Николаевича с этой знаменательной датой. Я являюсь представителем династии, оленеводческой династии Суздаловых Гелянской тундры. Являюсь авеном из Усянского района. И разрешите исполнить попурри из песен народов нашей необъятной республики Саха, Якутии. Начнем мы с якутского хумуса. Галле, 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 го, галле, хеже, галле, го, nem, галле, го, галле, хеже, галле, го. Горгол жеңір көчөлөрүдок, горгор мостак табаларыдак. Дони бар ден, дони бар ден, дони бар ден, дони бар ден. Путь предков был долг и труден. Я ищу их след не для того, чтобы вторить, а для того, чтобы идти дальше. Гаврил Николаевич Курилов, поздравляю вас с этой знаменательной датой. И все у нас будет хорошо, и для наших народов тоже все будет хорошо. Почему? Потому что наши предки, они всегда с нами, в наших сердцах, и они рядом. Поздравляю вас. Гаврил Николаевич Курилов, наверное, помните, деревня Мигры, Назария Николаевна Горохова, Усянский район, село Казачье. Конечно, я его тоже очень хорошо знаю, уже 2016 года. Да, я была у него дома и много общались. Уже в начале этого проекта Юкагирского, конечно, нам было очень трудно. Я работаю в казаческой школе уже 2086 года. Работаю учителем якутского языка и литературы и заместителем директора по воспитательной работе. Ну, в общем, у меня бабушка юкагирка. У нас в Казачьи, в Тумате и село Юкагир, Хаир, очень много людей с корнем, юкагирским корнем. А моя бабушка была Сербособытского улуса. Настоящая юкагирка, даже говорила на юкагирском языке. Но дедушка был из Верхоянского района, он эвен. То есть получается, что у меня юкагирская эвенская кровь, но отец якут. В общем, я
как бы получается и такой, я представитель якутского, ветского и юкагирского народа. Но меня воспитала бабушка юкагирка. Поэтому я и раньше в детстве много слышала ее песни, хотя я не понимала, о чем она говорит, но она много раз, почти постоянно пела на юкагирском языке. Мы жили там в Старинке, как говорят, на якутском языке, это как постоянно у нас была своя частная, свои частные аллеи и так далее. В общем, мы жили отдельно, не в поселке. Когда я поступила в 1 класс, тогда мы только приехали в поселок, а до этого мы жили там, в тундре, получается. Вот, поэтому как-то мне вначале, конечно, было сложно учиться в школе, в коллективе войти. Но я вошла, но сейчас тоже вот как-то работаю даже с детьми. В общем, нормально. Я думаю, что это хорошо, что я выросла в тундре с бабушкой и юкагиркой, поэтому я знаю, что все эти обряды и так далее. Моя бабушка была вообще-то, вернее, безграмотная, но в этой части, народной части, такого еще самородка не было. Я думаю так. Поэтому у меня тут, в общем-то, с самого детства все это есть в крови, можно сказать, что я знаю, что нужно сделать, как нужно сделать. И для меня и для всех нас Гаврил Николаевич Курилов — это как подарок от Бога. Мы так благодарны, что у нас есть Гаврил Николаевич Курилов. Вначале даже я не знала, кому и как обращаться, просто мы сделали проект, и нам посоветовали, в общем-то, обращаться в СУГУФУ или Институт малой народности, чтобы там узнать, кто и как есть. А так-то я знала, что есть Семен Николаевич Курилов, Гаврил Николаевич Курилов, я их знала. Потом только я узнала Николая Николаевича Курилова, надо сказать. Вначале была Семен Николаевич Курилов, и Семен Николаевич Курилов Булгарада. Вот. Потом вот в начале проекта я познакомилась с Шадриным Вячеславом Ивановичем, мне просоветовали из Министерства образования, Ситникова Наталья Васильевна посоветовала, что если вы к ней подойдете, к нему, то есть, и там он, в общем, с радостью примет. В общем, благодаря Вячеславу Ивановичу Шадрину я познакомилась с Гаврилом Николаевичем Куриловым. Со всеми, в общем-то, с Куриловым можно сказать. Мы очень благодарны судьбе, потому что Николай Николаевич Курилов и Гаврил Николаевич Курилов, конечно, нам здорово помогли. Это и словарь Гаврила Николаевича Курилова в первую очередь, и этот букварь, который только начали, да, тогда еще не распечатано было, да, печати же не было, это такого учебника. Мы как-то сами сделали для себя тоже букварь, азбуку, и мы начали изучать язык. Потому что я, как тоже филолог, считаю, что без языка своего родного не может быть народа. Нет языка, нет народа. Поэтому в первую очередь нужно как-то восстановить, приобрести свой язык, не терять. Поэтому вначале даже вот, когда я начала работу, этот проект, вначале наши дети стеснялись говорить, что они юкагиры. В общем-то, они даже если юкагиры говорили, что они якуты. А вот прошло несколько лет уже, а сейчас они с гордостью говорят якуты. Вот сейчас недавно видели Семилка, да? Он учился в Санкт-Петербурге, в 2005 году он приезжал к нам, в Казачу, и встречались, организовали встречу с ребятами, с школьниками, со всеми. Нас много прямо в спортзале. И он начал говорить на венском, на венкийском, на чукотском, на долганском, на разных языках. Вот только не знаю вот юкагирского языка, говорит. А дети говорят, а как это вы не знаете? А мы же нет, это же нет, уже начали. Как, откуда вы знаете? Говорит, как мы изучаем юкагирский язык, а у вас есть юкагир? Там вообще столько народов. Да, ну юкагир знал, вообще столько было. Я вообще так обрадовалась этого. То, что вот они уже с радостью говорят, вот мы юкагиры, это я юкагир. Это было здорово. Это было самое главное. Это было благодаря вам, Гаврил Николаевич. Я так рада вам. Конечно, Николай Николаевич Курилов тоже, конечно, отдельно нашу методику делает. Каждый раз мы обращаемся к ним. И Макару Курилову тоже. Ну, всем Курилову обращаемся, если что надо, сразу. Поэтому благодаря вам уже 2016 года, вот получается, да, прошло не так там много времени, но у нас уже сейчас довольно известные, работают известные такие группы. Например, танцевальная группа Янги.
Раньше же мы только говорили, это река Яна, а теперь они говорят река Янги. И у нас есть танцевальная группа Янги, которая известна не только в республике, но она занимала такие призовые места в всероссийских и международных уровнях. Так, у нас еще работает такой хороший проект «Жил Явул» по совету Николая Николаевича Курилова, конечно, и Гаврила Николаевича Курилова. И «Жил Явул», там что они делают дети, да, это лективный курс. Это старшеклассники, они в основном изучают не только культуру, но и углубленно изучают литературу и язык, разговорный юкагирский язык. Дальше там туда присоединяется все население. Казачи, там, Хаир, Юкагир, все присоединяются. Сейчас я довольна тем, что сейчас оно уже не исчезнет. Там уже как зажглись люди, даже депутатские. Депутатские считается это промышленный поселок. Там даже трудно говорить не то, что в якутском, ветанском языке, даже на родном якутском языке дети не говорят. Там даже якутский язык не изучается. Там все, которые приезжают, они говорят уже приходят на русскоязычный. Поэтому я очень рада в том, что даже депутатские есть юкагирская группа. И они с удовольствием говорят, что они юкагиры. Да, когда я, вот, например, в начальных классах веду, у меня есть там тренировочные занятия, я по списку там детей своих зову, давал на занятия, начинается занятие. Мы там в основном играем, это игровые занятия. Приходят ко мне дети якуты, вен и так далее, даже русские ко мне подходили, украинцы у нас есть, да, есть еще стыбы, тувинцы. Они, Зая Михайловна, можно я тоже буду юкагиром, говорят, чтобы присоединиться к нашей группе. И таким образом к нам присоединилась таджичка. Она постоянно читала стихи Гаврила Николаевича Курилова, Урада на русском языке. Мы даже прислали на вот эти на конкурсы ее стихи. Это таджичка. Вот. И украинец тоже, вот с Ростова-на-Дону у нас мальчик тоже много читает стихи именно Урада. Они очень много переводов на русском языке. Ну, в общем, у нас это слово юкагир сейчас у нас уже популярный. Знаменитость. Если это юкагир, это уже да, гордость, это здорово. Это вот это вот самое главное, я считаю. У меня нет такой цели, чтобы дети все пошли на филологию и так далее, чтобы они, главное, они признали свою национальность, чтобы гордились своей национальностью. Это самое главное. Раньше же они стеснялись говорить. Тихо так говорят, да, я юкагир, или это как будто это прозвище какое-то страшное было же. Они не хотели об этом даже признаваться. Они даже говорят, что они русские. Были такие, да. Нет, я русский, я лучше даже говорили же. А потом сейчас уже не то и век уже говорят, я век, то и в основном даже это юкагирское, конечно. Это здорово. Поэтому очень вам благодарны. Это здорово, что вы у нас есть, что у нас есть Курилова, что у нас язык такой можно уже, да. Я говорю, что он жив, он живет и будет жить. Потому что есть словарь такой, это такая энциклопедия вообще, да, это такая громадная работа. Это здорово, что есть вы, Гаврил Николаевич, Урада. Спасибо вам. И мы вам от всей души, все, могу даже сказать, все юкагиры усяне, поздравляем вам с юбилеем. И пускай у вас, мы желаем вам долгие лета, еще будут пускай через 5 лет, еще соберемся. Кстати, я была в 80-летию тоже, через 5 лет я тоже с вами, а еще через 5 тоже буду с вами, я думаю. Еще долгие года, и все будет у нас хорошо, главное здоровье. Потому что остальное у нас все есть, я думаю. И желаю вам, чтобы все признали даже то, что вот почетные жители Республики Саха-Якутия, мы знали, мы думали это уже давно. Потому что, вот как сказали народные, да, писатели Якутии, это было бы здорово. Потому что вас знать все. И таджики, и украинцы, и русские, они все знают, они все читают, и якуты, и юкагиры. Так что вы у нас есть народные. Спасибо вам, что вы у нас есть. Макаров Клейден. Котик кончалык водостик элемде
아무튼 연락 되죠. 이게 막 근데 뭐 됐지? Николаевич Аруби. Чемоданы. А для остальных я хотел сказать, что речка Лазея Юкагиры называли чемоданом. Значит, большая река. Посвященный 85-летию сына Алеринской тундры Гаврила Николаевича Курилова, подошел к концу. Всех приглашаем на общее фотографирование.